Иного уровня, чем предыдущие соперники Геннадия Головкина. И поэтому поединок этот чрезвычайно важен для Гены. Заявить о себе, почувствовать себя в ринге на новом уровне и, конечно же, поработать, что называется, профессионально. То есть почувствовать вот эту вот дистанцию боя, поработать умом, головой, не торопить события, потому что соперник очень опытный. Да, правильно все было сказано. Торопиться не следует, особенно в первых раундах. Нужно вначале прочувствовать Ауму. Ну, вот единственное, я не согласен с тем, что ни к чему, по-моему, по возможности, конечно, при всем уважении к Ауме, доводить поединок до 11-12 раунда. Думаю, нокаут в 8-10 был бы оптимальным. Звучал гимн Уганды, родины Асимаумы. Итак, Геннадий Головкин на ваших экранах. Сейчас ему предстоит поединок защиты титула чемпиона мира в среднем весе против знаменитого угандийца Касима Аумы. Четвертым чемпионом мира среди профессионалов из Уганды был Касим Аума. Ну, конечно, самым ярким и выдающимся бойцом-профессионалом в угандийском боксе был такой чудовищный панчер 80-х годов Роберт Мугабе, который 25 первых своих поединков закончил нокаутом, пока, как говорится, не вышел на идеального боксера, каким всегда был Марвин Хаглер. Да и тот бой был равным. В 11-м раунде Марвин Хаглер все-таки сумел в равном бою нокаутировать Роберта Мугабе. Так что традиции довольно неплохие угандийского бокса говорят сами за себя. Прекрасная была карьера у Гена Головкина в любителях, чемпион мира, финалист Олимпийских игр. У Аумы была биография посложнее, он служил в армии, воевал, видел смерть, затем сбежал в Америку, получил пулевое ранение в живот. При нелепых, по-моему, При нелепых обстоятельствах, да, избежав ранения на военной службе в Африке, он получил шальную пулю в США. Провел ряд знаковых для себя поединков. В общем, карьера его тоже на профессиональном ринге складывалась неплохо. И вот сегодня он уже экзаменует Геннадия Головкина. Благодарил Аума Геннадия и его команду за шанс, предоставленный ему вновь побороться за титул чемпиона мира в среднем весе.
Но будем считать, что Касим Аума как бы для Геннадия является своеобразным гейткипером, пропуском, привратником в высший свет. После разрыва отношений с Universum Boxing, немецкой промоутерской компанией, Геннадий вышел на новый этап. И мы будем сейчас внимательно следить, как он проходит события нового витка своей жизни. С разведки передней рукой начался бой. Да, вот буквально на глазах видно, что скорость у Касима Аумы намного выше, чем у двух предыдущих соперников Геннадия. Очень собранная стойка, легкие передвижения. Видно сразу, что это мастер высокого класса. И очень академично смотрится поединок с первых секунд. Боксеры с хорошей школой, что называется. Сейчас нужно очень хладнокровно работать Геннадию, внимательно следить за действиями Аумы, проваливать его, наказывать. Вот видим, прямые проходят у Гены, натыкается на них угандеец. Ну, правда, и он попадает. Пару раз наткнулся и Геннадий на прямые удары Аумы. Легкие, но наткнулся. Пока акцента в ударах нету, это проверка дистанции, попытка просто попасть, почувствовать расстояние, прочувствовать соперника. В центре ринга проходит пока первый раунд. Не пытаются боксеры пока поставить друг друга в неудобное положение. Okay, break. Ну вот начинает потихоньку вкладываться Геннадий. Главное для Геннадия сейчас держать противника в напряжении, чтобы он не наглел, чтобы он не чувствовал себя лидером в этом поединке. Держать темп боя, ритм контролировать и наказывать противника за малейшую оплошность. Вот накануне поединка было обсуждение возможности Геннадия в этом бою и в интернете, и на многих ресурсах боксерских, в изданиях различных. Многие вспоминали о том, что у Аумы ранение в живот было, и рекомендовали Геннадию почаще работать по корпусу. Да, неплохо пока смотрится Аума. Абсолютно равный бой. Не проигрывает первый раунд Аума. Что самое главное, Аума не пятится и держится очень близко к сопернику. Гений Головкин говорит о его высоком психическом, физическом состоянии. Ну что ж, значит, определенные проблемы создал в первом раунде для Геннадия Головкина Аума. Тем интереснее нам будет смотреть, нужно что-то придумывать. Нужно, как говорится, шевелить извилинами и придумывать ходы. Так просто такого бойца не победить. Были попадания и с той, и с другой стороны в первом раунде. Вот посмотрите, как грамотно сближается Аума. Казалось бы, был эпизод, когда Геннадий мог прямую руку выпустить. Но он так близко стоял, что не успел разогнать Геннадий правую конечность. Ну, тут сейчас был обратный эпизод. Левый коронный удар для Аумы левша попал точно в подбородок Геннадию. И хорошо, что Аума был на такой дистанции, когда рука до конца не разогнулась. Очень собран угандиец. Совершенно правильно делает Геннадий, у него довольно широкая стойка. Передняя нога контролирует ступню противника.
Вот и навстречу он начинает отвечать нападающему на него угандийцу. Прервал серию атак он сейчас соперника. И вот мы видим точные два попадания. То есть в ритме хорошем работает Гена. И самое главное, дозирует силу ударов, не торопится. Не торопится, спокойно работает, выбрасывает руки. Ну, пропускает, да, но это бокс. Вот это Застоялся Аума, тут же наказывает его Гена прямыми ударами. Наращивает преимущество в бою уже во втором раунде сейчас Гена, это очевидно. Все больше и больше мы видим попаданий. Прекрасно, прекрасно работает Геннадий. Очень собрано, хладнокровно, спокойно. Без суеты. Хорошо работает на отходах. Мы видим, как он сейчас сократил угол. Старается держаться поближе к центру ринга. Но тревожит меня. Слишком много пропускает Геннадий. Хорошо, что Аума не панчер. Вот это вот желание Геннадия доминировать в поединке, все время стремление идти вперед, заставляет его забывать о защите. Это не очень хорошо. Надо оттачивать эти элементы, особенно в бою с таким соперником, как Аума. Навстречу с правой на правую сейчас пробили боксера. Уход с линии атаки Гены. Это неплохо. Впервые, наверное, за весь бой использовал джеб Геннадий. Точнее, не джеб, а правый прямой удар. Длинный, легкий такой. Дважды попал в цель. И такими ударами нужно не сдерживать этот напор угандийца. Вот это тоже здорово. Два легких удара и акцентированный. Поближе, да, надо сейчас держаться к угандийцу Гене. И очень внимательно работать на отходе назад. Мы видим, прямые-то доходят у Аумы. В этом-то все и дело. Вот еще пропускает Геннадий в конце раунда. Да, что-то пока с отходами слабовато. По прямой отходит. Сдвоенный правый. Сейчас мы увидели. Вот еще раз удар почтальона. Правда, правая не дошла. Вот здесь пытается преследовать противника сейчас Геннадий. Навстречу пробивает Аума. И Геннадий сейчас пытается ответить противнику, реваншироваться. Вот неудачный отход в конце раунда мы видим. Такая немножечко, ну и сумбур немножко, и Два удара пропущенных. неловкое положение было у Гены. И баланс потерял, и два удара пропустил. Да, не так просто, Аума. Не так просто. И я думаю, что именно тот он соперник, который в настоящий момент и необходим Геннадию для того, чтобы двигаться вперед. Вот заметь, почему-то Геннадий, который работает передней рукой, неплохо работает, на отходах забывает ее включать, контролировать отход передней рукой. Может быть, он просто не привык к тому, что кто-то имеет как бы наглость преследовать его. Он всегда доминировал в своих предыдущих боях, и никому и в голову не приходило что-то активное противопоставлять. А здесь другая картина. Есть боксер с именем, с самолюбием и с мастерством. Ну вот мы сейчас видим начало раунда, уже пожестче стали работать боксеры. Уже включают они мужское начало в этом бою. Я думаю, в конце... Идет борьба за лидерство в психологическом плане. Да, вот я думаю, что именно вот на этой площадке, то есть в борьбе самолюбий, должно сказаться преимущество Геннадия, ну и одновременно сказаться его преимущество в физической мощи, в ударной мощи. Даже мелькнула после двух раундов у меня мысль, а стоит ли вот так вот позиционно боксировать с Аумой. Никаких в двух раундах дивидендов из этого не извлек Геннадий. Может быть,
попробовать навязать ему жесткий размен. Ведь, скажем правду, несмотря на то, что очень умный и хороший боец Геннадий, тем не менее, он ведь боец силового направления. Что уж тут, как говорится, скрывать. Надо оставаться самим собой, это никогда как бы с этой платформы не сходить. Не дает Геннадий разгонять руки сейчас противнику. Впервые за раунд он пытается сейчас работать, иногда отходит на дистанцию, но опять сближается сейчас с противником. И боковые сейчас включает. Много очень пропустил ударов Геннадий в этом раунде. Да и в предыдущих тоже немало. Мне хочется сказать об Ауме. Вот некоторые высказывали такое как бы подозрение, что может Аума отнестись к этому бою как к проходному. Ничего подобного. Мы смотрим, во-первых, он в прекрасной физической форме находится, Аума. Во-вторых, это шанс его жизни, шанс снова вернуться на вершину. Может быть, такого шанса больше не предоставится. И Аума полностью готов к этому. Опять немножко утрачивает Геннадий нить поединка. Вот такое ощущение в третьем раунде. Что-то мне тревожно уже становится. Столько ударов пропускает Геннадий. Делает паузу, а Аума выбрасывает серии и попадает. И вот Гена опять начал суетиться. Посмотри, силовой акцент в ударах. Не рановато ли? Да нет, силовые удары – это его стихия. Просто давление – это одно, а суета – это другое. Нужно как бы более холодно держать голову и действовать более, что ли, выборочнее, разумно. Такой силовой раунд мы сейчас посмотрели. Большое количество ударов. Интересно работает на ногах, кстати, Аума. Он все время вот на ногах либо отходит, либо подходит. И все время как бы оказывается на не совсем удобной для Геннадия дистанции. Либо он слишком близко, либо он далековато. Вот у меня сейчас такое, может быть, предположение не самое приятное. Такое впечатление, что не Гена освоился в ринге, а наоборот Аума подстроился под него. Вот что. Ну, честно говоря, третий раунд именно такое впечатление и оставил. Что-то надо менять. Что-то надо менять. Я надеюсь, угол Геннадию подсказал. Хотя сейчас была такая типичная авантюрная атака, размашистая. Ни в коем случае нельзя заводиться. Такой опытный боксер Геннадий. Сейчас все верно Гена сделал. На дистанции поработал прямыми и сразу сблизился с противником. Вот идет четвертый раунд, и я не припомню, чтобы Геннадий пропускал такое количество ударов. А он просто не привык работать в ближнем бою. Вот в чем проблема. Посмотри за его корпусом. Он практически влево-вправо не работает. Не выбирает угол для выбора позиции. Так опытный мастер ему противостоит, и поэтому не дает работать Геннадию на удобной для него средней дистанции. Дистанция либо дальняя, либо короткая, ближняя. И это неудобно для Геннадия. И Аума назад не отходит. У меня такое впечатление, что Аума работает очень легко, а Геннадий уже какой-то ресурс психический уже утрачивает. Посмотри, как он напряжены его мышцы. Посмотри, сколько он стал пропускать в этом раунде. Да, сейчас тяжелый правый удар Аума подпустил Геннадий. Я даже испугался, не болтанул ли его. Совсем смазывается рисунок к четвертому раунду у Геннадия. Не видно никакого рисунка. Видно, что хочет делать Аума, и он это и делает. Но не видно и непонятно, что хочет делать Геннадий. Каков его план на бой.
Бывают и такие, конечно, ситуации в ринге. Может быть, настала пора, если ничего не получается, просто ломать. Но и в этом компоненте пока Аума ни в чем не уступает. И все-таки более тонкую работу хочется видеть в исполнении Геннадия. Впереди соперники сложнее и потяжелее, более тяжелым ударом. А он как кошка отбивается. Вот посмотрите, какие серии скоростные выдает на гора. И все это накапливается, к сожалению. Да, это так. Да, ты абсолютно прав, что ничего пока в ближнем бою на короткой дистанции у Геннадия не получается. Намного предпочтительнее при сближении смотрится Аума. Тревожно становится. Ну, тут очень много промахов у Гены. Да, такое ощущение, что несколько утратил он фокус. Он как бы хочет опередить Ауму и бьет уже не глядя. Смотри, он и на ногах баланс теряет, и удары его размашистые. То есть это очевидные признаки расфокусировки. Мне кажется, это связано с какими-то проблемами не столько физическими, сколько с эмоциональными. Вот, коль скоро мы сравнивали Геннадия с Пирогом, насколько Пирог адекватен в ситуации инфайтинга, как он крутит плечами, работает корпусом, заставляет противника промахиваться, выбирает позицию. У Гена в ближнем бою пока не ахти какие дела. Ну, у Гена, что называется, ярко выраженный панчер, 85% досрочно завершенных боев, а Пирог изначально боец более, что ли, такого изящного направления. Технарь. Сейчас грамотно работает Аум, посмотри, как он меняет углы, выбирает позицию. Да это просто лучший бой его пока из всех, что я смотрел в исполнении Аума. К сожалению, этот бой приходится на поединок с нашим боксером. Я так сказал наш, потому что Геннадий действительно наш, и мы все за него болеем. Что-то идет не так у Гены. Да, на мой взгляд, просто-таки бой как минимум не проигрывает Аума. Пока бой в лучшем случае для Геннадия очко в очко. Может быть, дана установка работать именно вот в этом на этой ближней дистанции. Держаться как можно больше, приноровиться, попробовать свои силы на этом участке работы. Ну, Сейчас неплохо, да. неплохо. И удары такие сфокусированные, точные. Сразу стали короткие удары. Разудалый замах ушел. Вот в этом направлении и надо двигаться. Сейчас что-то стало получаться. Я по движению корпуса вижу. Совсем в этом раунде мы джеба не видим. Да. Казалось, прикрыт Геннадий, тем не менее находит брешь между перчатками Аума и правый удар отбрасывает голову Геннадия. Полностью в комфортном темпе, на комфортной дистанции для Аума проходит бой. Пытается Гена зацепиться. Но пропускает. Главное, что Аума видит начало атак Геннадия.
Ну, знаешь, конечно, сравнение некорректное, но зря мы сегодня вспоминали Василия Жирова, поскольку чем-то этот поединок напоминает поединок Василия Жирова с Джеймсом Томми. Точно так же ломился в закрытые двери Василий, и все помнят, как для него это завершилось. Конечно, Касим Аума и Джеймс Тони, они для него далековато, тем не менее, отличный бокс демонстрирует угандиец, прекрасную защиту, отличная работа на ногах, чувство тайминга. Вот смотрите, он же боец, серьезно уступающий Геннадию в огневой мощи. Тем не менее, разве скажешь по тем фрагментам, которые мы наблюдаем? Ну, что с лицом у Геннадия? Кровоподтеки. Но это не мудрено, он пропустил несколько десятков довольно серьезных ударов. Может попробовать на дистанции поработать? Не думаю. Нужно подключить ноги и найти свою среднюю дистанцию. Только в этом ключ к успеху. Вот с дальней-то получше идут дела. Может, не надо сближаться-то? Ну, в ближнем бою просто проигрывает однозначно Геннадий. Опять пропускает. Что ж такое? Все правильно. По законам профессионального бокса действует Аума. Он всегда близко к Геннадию. И Геннадия рука не успевает разгибаться. Вся его огневая мощь уходит, что называется, в воду, вот в это вот, в болото оборонительное Касима Аума. Вот вспомни предыдущие бои. Готовил атаки передней рукой Гена. Постоянно готовил. Здесь он просто забывает про переднюю. Ну, мы видим, что здесь совершенно иной класс и совершенно иная скорость. Первое, на что обратил внимание в первом же раунде, это насколько выше по скорости Аума, нежели Тапиа, Нунес. Эти вот ребята, которых мы сегодня показали. Да, Аума демонстрирует настоящую школу. Расслабленный, внимательный, легкий. Мы говорили об угандийской школе бокса, тем не менее, вот Аума демонстрирует классические черты североамериканского профессионального бокса. Не заряжается на удар, такая серийная работа довольно неприятными, чувствительными ударами. Вот пытается, все делает Геннадий, чтобы переломить хоть ход поединка. Вот это неплохо было сейчас. Чуть-чуть правый апперкот. Геннадий не достиг цели. И тут же отквитался Аума. Знаешь, вот не складывается ощущение, что уже как-то и зажат с самого начала боя Геннадий. Не хватает вот для бьющих боксеров, это особенно важно, не хватает свободы внутренней. На автопилоте, что называется, идет вперед Геннадий. Как бы ни сложился бой, можно только снять шляпу перед углом Касиму Аума. Они очень четко все просчитали и выбрали верный тактический план. Как мы знаем, у панчера, Геннадий Панчер, всегда есть шанс. Но пока тревожно на душе. Я бы сказал, неприятную вещь. 2 очка как минимум ведет, наверное, сейчас к этому моменту, по моим ощущениям, Аума.
Получались у Геннадия апперкоты, но недостаточно он бьет, по-моему, снизу, поскольку, смотрите, достаточно широко расставлены локти у Аумы. Самое главное оружие, как мы видели по предыдущим боям Геннадия, это боковые удары. Как хорошо прикрыт от этих ударов боковых голова угандийца. Видно, что времени в тренировочном зале он зря не терял. Вот смотри, Аум уже пониже ростом, чем Геннадий Головкин. И вот то, что касается апперкотов, ему удается руку разогнать. И эти удары впиваются в подбородок Гена ощутимо. А Гена руку разогнать не может. И апперкоты не самое лучшее оружие в этом бою для него. Вот в ситуации ближнего боя. Вот боковой, да, согласен. Хорошо проходит. В том-то и дело, что он почти не проходит. Это коронный удар Геннадия, но он не проходит в данном случае. Перевод боковым левым с корпуса в голову. В принципе, я считаю, что неплохо готовит атаку правой, на мой взгляд. Другой вопрос, что скорости не хватает для воплощения этого. Вот в чем вопрос. Не столько, знаешь, скорости, сколько свободы. Сильно зажат Геннадий. Упрямо идет в ближний бой Геннадий. Не знаю, хорошо ли это. Настолько ловко Касим Аума действует в защите, что не просто сейчас будет подавать ключи к обороне противника Гене Головкину. Для меня это самый необычный бой в исполнении Гены. И дистанция работы тоже мне впервые, кажется, выбрана Геннадием. Такая необычная дистанция, ближний бой, напор постоянный. Скажем прямо, неудачная пока дистанция. Я видел этот бой именно маневры на средней и дальней дистанции, финты передней рукой. Вот я так видел этот бой. Ну, может быть, также видел и Геннадий его. Другое дело, что Аума не дает ему вести бой в таком ключе. Ему удается все время оказываться рядом. Ага, уже мистика пошла. Коснулся перчаткой Аума ринга, настила ринга. Остается надеяться, что это хороший знак для Геннадия. Похоже на то, что пока что он проигрывает бой. Так хочется поймать Ну, было на контрударе неплохо. Ауму. Но он так бьет серии собрано, что быстро успевает защититься. Вот сейчас был отличный эпизод, может быть, лучший эпизод во всем бою для Геннадия Головкина. Несколько ударов достигает цели, немножко ну, не потрясен, но чувствительно досталось, что называется, Ауме. Но провел эту серию Геннадий, взял паузу естественную, а Аума тут же приступил к своим атакующим действиям.
Очень четко и умно действует угандиец. Ну вот вам и безоговорочный аутсайдер. Я думаю, ни у кого из любителей бокса в России и в Казахстане никому не могло прийти в голову, что такое, то, что мы сейчас наблюдаем, возможно. Время еще есть, паниковать не нужно, но также нужно и трезво понимать, что что-то надо делать. Не удается пока Геннадию перехватывать атаки противника, выброс его серий. И под самыми разными углами бьет Аума и попадает. Прямые, снизу, боковые. Опять правый через руку. Уже не первый раз. Хорошо, что Аума не вкладывается. Очень много пропускает Геннадий по-прежнему. Очень много. Очень много. Да, вот удачный был апперкот левый, но, к сожалению, Гонг не дал развить этот локальный успех Геннадию. Очень заряжен на удар Геннадий. И действительно нет свободы, нет легкости, нет игры с противником. Вот концовка раунда. Да, прекрасный левый апперкот. Если бы он был проведен секунд на 20 раньше, было бы совсем хорошо. Тогда, глядишь, и что-то можно было бы извлечь из Это этого уже удара. специалист по медицинской части сейчас внимательно изучает Ауму. Что он там у него нашел? Рассечение? Да нет, что-то с челюстью, может быть, перелом. Итак, друзья, мы в прямом эфире сейчас получаем сигнал из Панамы, где в Панама-Сити во дворце спорта имени Роберто Дюрана Геннадий Головкин защищает титул чемпиона мира в среднем весе, дав шанс знаменитому Касиму Ауме, угандийцу. Напряженный поединок, он проходит на встречных курсах. И, к сожалению, пока что не так, как нам хотелось бы, выглядит Геннадий Головкин. Ну, во многом, конечно, благодаря умелым действиям его соперника. Все-таки надеемся, что наступит перелом в этом бою, освоится в ринге Геннадий. Вот легкую серию хорошую сейчас выпускает Гена. Боковым с правой попадает подбородок Ауме. Вот еще раз. Надо бы рефери в ринге. Заняться перчаткой Да, Аумы. совершенно верно. Можно так и рассечение получить. Понравилось мне начало раунда в исполнении Гены. Вот легкость пошла. Пошла Да. легкость. Молодец. Хорошо. Отталкивает Ауму сейчас он. И продолжает наносить удары. Только вот сближаться не надо с ним. Вот дистанция Гена. Вот откуда он попадает. И неплохо. Пускай это разовые удары, но они Очень тяжелые. отлично, отлично.
Вот эту дистанцию, Гена, держи, и все будет хорошо. Да, да, проваливай его и наказывай. Отлично. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Молодец. По-моему, поплыл Аума. Замечательный раунд. Вот это настоящий Головкин. Четкие, сфокусированные удары, правильная траектория движения руки. Дистанция, дистанция, главное, что это дистанция Гены. Такое чувство, что осталось немного. Вот как все в боксе мгновенно может перевернуться. Ведь проигрывал бой Геннадий, и сейчас он может буквально... Отойди, Гена, на дистанцию. Отойди. Не вяжись с ним. Опять пропускать начал. Какой-то штопор все время заходит Гена и не может из него выйти. Ступор. Я просто по авиационной терминологии пошел. Займи позицию на дистанции, удобной тебе. Не надо вязаться с ним. Ты же только что прекрасно начал раунд. Замечательно. Попадал. Хорошо. Потрясен, Аума потрясен. Нужно продолжить в таком же духе. И я думаю, в течение 1-2 раундов можно полностью сломить угандийца. Похоже на то, что нашел свой бокс Геннадий. Вот дистанция. Хорошо ушел. Попадание. Есть возможность разогнать руку. Смотри, Отойти на безопасную дистанцию. болтанула Ауму, он потрясен, но не сумел его добить. Геннадий хотя был близок к цели. Великолепный. Вот ты видел, Левый защита апперкот. левой рукой Аумы, а Гена настолько удобно стоял, что смог с левой хорошо пробить. Вот я же говорил относительно апперкота. Апперкот едва не завершил бой. Попятился назад Аума. Мой прогноз, если сейчас Геннадий продолжит в таком же стиле бой, 2 раунда я отдаю Ауму. Не Ну, в больше. сущности, если в таком же стиле, как и предыдущий, я думаю, он и в этом может завершить бой. Ну, смотри, как раскрепостился Геннадий. Задвигал корпусом, отлично. По-моему, успокоился Гена. Вот что-то вот ему в прошлом раунде, вот этот успех подсказывает, что он нашел сейчас ключ. Посмотри, опускает руки. Замечательно. И резко-резко затормозился Аума. То ли от пропущенных ударов вот этих в предыдущем раунде, то ли вообще устал. Все-таки ему 32 года. Хотя не такой уж и большой возраст для средневеса. Не критический. Опять вперед Гена идет, вперед. Причем идет без ударов. Сделай, Гена, шаг назад. Подержи его на передней руке. Опять заводится Геннадий. Да, хочет просто перерубить. Ну, близок к цели. Только избирательнее надо действовать. Не работать по площадям, а работать по цели. Вот она дистанция, Ген, ну ты же видишь, ты же попадаешь с нее. Зачем ты опять вперед головой идешь? Хорошо, сдвоенный правый. Вот это отличная комбинация, как он правый обвел левую руку Аумы. Да, на честном слове держится угандиец. Осталось немного. Погружен в стихию боя Геннадий Головкин. В каком-то трансе он пребывает. Отлично. Еще немного, Гена. Шаг назад и отлично, двойка. Что судья, останавливает бой? бой. Ну, я думаю, он правильное решение принял, поскольку видно было, что буквально весь бензин вытек из Аумы. Ну, что сказать, двойственное, кстати, ощущение это оставил бой. С одной стороны, Гена проявил свой присущий ему характер. Мы в лишний раз убедились в старой истине, у панчера всегда есть шанс. С другой стороны, кроме последних 2 раундов, бой проигрывал Геннадий по очкам. И это тревожно. Было огромное желание, огромная отдача, но
что-то с дистанцией, с выбором дистанции было в этом бою не так. Нужно разобраться после боя, может быть, пообщаться и с Олегом Германом, и с Геной Головкиным, узнать, каков был план на бой. Нельзя столько пропускать. Я думаю, что никто не станет спорить, что для чемпиона мира, который собирается не расставаться еще достаточно долгое время с этим титулом, нельзя пропускать столько ударов. Мне кажется, что-то с носом было у Аумы. Не зря врач внимательно с помощью фонарика осматривал лицо угандийца. И Геннадий точечными ударами в область носа, мы сейчас только что видели, развивал свой успех. Вполне Давайте возможно. послушаем сейчас финальный аккорд. Потрепанным, кстати, выглядит и Геннадий. Наверное, никогда в своей боксерской профессиональной карьере он не получал такой трепки и таких уроков. Ну что ж, поздравляем Геннадия Головкина с очередной защитой титула чемпиона мира в среднем весе. Поздравляем Казахстан. Ну, скажем прямо, взволновал нас сегодня, заставил волноваться, напрягаться Геннадий. Может быть, так сладка концовка, поскольку были сильные переживания, были даже сомнения по ходу боя у нас. И тем не менее, финальный аккорд случился таким, каким мы его ждали. Досрочная победа. Какой-то раунд, я уже упустил ход боя. 10-й раунд. Как ты и предполагал. Да, 8-10 раунд. Но, однако, яркости и стиля для Геннадия, скажем прямо, в бою не получилось. Ну что, друзья, мы продолжаем наш прямой эфир, который медленно, но верно подходит к концу. У нас еще есть время пообщаться с вами в студии. Олег Герман на проводе. Здравствуйте, Олег. Алло. Хорошо, хорошо. Здравствуйте, Олег. Давай, я сейчас уйду. Я сейчас уйду. Итак, на проводе Олег Герман, менеджер Геннадия Головкина. Панама, слушаем вас. Попробуем еще раз дозвониться до Олега. Вы представляете, какая сейчас там кутерьма, какая волнительная суета. Итак, поздравляем Геннадия Головкина. Он защитил титул чемпиона мира против Касима Аума, известного мастера из Уганды, который получил шанс вернуть себе пояс. Но Геннадий сегодня, может быть, в противоречивом стиле, но смог отстоять свой титул. Right hand from Golovkin, and Proxa gets hurt. Down he goes. First time in his career he's been down as an amateur or a pro. Frustrating for a guy like Golovkin, where a guy like Proxa can steal you with a left hand. Combine the natural heavy hand. Good left hand to the body and left to the head. Down goes Proxa. Golovkin just places the punches so well. In his entire career. Now there's another combination from Golovkin, but he is just tearing apart Proxa. Combinations to the head, those miss. Good right hand to the body. Proxa trying to counter. His life, and he's still giving us all he has. Oh, right hand hurt Proxa. Golovkin steps in and down he goes again. 3, 4, 5, 6. How tough is Proxa? No, the referee stops it. Him into the corner, bangs him with a huge right hand. Golovkin stepped away and gave him plenty of time to get up. Now, body shot, hard right hand upstairs. Down goes Gill, first knockdown of the fight in the second round. Right hand by Golovkin drives Gill into the ropes. Now he's got Gill cornered again.
trapping Gil against the ropes, cornering him, and hammering him like that body shot. Down goes Gil again on a brilliant right hand. Gil is trying up. He's in bad trouble, Jim. Left hook to the body and a right hand, and Gil trying to get his head together. And Gil can't go forward, and it's a third round knockout for Dodger first baseman. Oh, hard hook and a right hand by Golovkin. Rubio comes back with a right hand. Golovkin is no different than that. So far, his chin has withstood everything, and right now he's getting to throw. As exchange. Oh, good uppercut. Hard uppercut by Golovkin. Momentarily wobbled Rubio. Now he's got him pinned against the ropes. And see how he varies here. Predator at work. Down goes Rubio. Touch, touch, touch. Smash. Left hook smash. Second round knockout. Pops Macklin with the jab. Powerful. He's built like a fighter. He's not built like a bodybuilder. That's Those what are the you want. ones who are responsive to what boxers need. Like Golovkin, and there haven't been many. Right hand landed, left hand moved Macklin's head. Macklin's guard. Macklin with the guts of a burglar fires a big left hook and lands it. Pack it in and lay down. Golovkin's going to have to do what he has to do. Like that. To get Body Macklin shot out of here. puts Macklin down. From this, probably can't. That's it. And that'll be the 14th consecutive knockout for Gennady Golovkin. It comes in the in the RBO middleweight champion. Oh, big right hand. And Ishida's gone down and he's out. It's all over. Stan Christodoulis called it over. He's badly hurt. He caught up, his head caught the bottom rope. An overhand right from Gennady Golovkin. And this fight is over.